шоу «Пусть говорят». В этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Нет, выше нет. И зовет олимпийский огонь золотой. Будет земля счастливой и молодой. После этой песни, посвященной Олимпиаде 80, эстонский певец Tõnis Mägi проснулся знаменитым на весь Советский Союз. Народ до сих пор помнит его хиты. Спасите, 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 разбитое сердце мое. Спешите, 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 найдите, найдите ее. И все терялись в загадках, куда же пропал популярный певец после распада СССР. Ходили слухи, что Tõnis Mägi окончательно спился. Мы разыскали певца в маленьком поселке Элва в 30 километров от эстонского города Тарту. И сегодня в нашей программе вы узнаете, почему Tõnis Mägi стал отшельником. Как кумир 80-х боролся с алкогольной зависимостью. Я просто понял, что все, хватит. Молился. Просто сказал, что Бог, помоги мне, потому что я дальше никак не могу. Почему он расстался с 3 своими женами? Влюбился танцовщица Лайне. Когда я вернулся, я уже понял, что, наверное, я не единственный. Но все же нашел семейное счастье с 4-й супругой Кярт, которая моложе Tõниса на 23 года. Дети очень любят его. Он сам как большой мальчик. Ровно 45 лет назад Tõnis Mägi впервые вышел на сцену, и сегодня в свои 62 он еще не готов подводить итоги, но готов на откровенный разговор. Остановите музыку, остановите музыку, прошу вас я, с другим танцует девушка моя. «Разбитое сердце» Tõниса Mägi – тема нашего эфира сегодня. Впервые за 20 лет Tõnis Mägi дал откровенное интервью нашей программе, и застали мы его рано утром у себя дома, и каждое утро он начинает с купания в местном водопаде. Мое утро начинается водными процедурами. И не только я, мои девушки тоже, и жена часто. Здесь такой водопад. И это такой душ, который вы в жизни не видели. Там тоннами идут вода. И это дает целый день дает тебе такой тонус, который никакой душ тебе не даст. Так что я иду в воду. Ну вот так мы живем здесь в Педу. И ничего нас не тянет уже обратно в город. И будут мне сниться моих друзей лица. Скорее дай руку и прощай. 2 года назад Tõnis Mägi поселился в этих местах среди сосен и берез. После 3 неудачных браков и многочисленных коротких романов он нашел свое тихое семейное счастье с молодой супругой Кярт, которая младше Tõнisa на 23 года. Это моя первая жена. Virve. Мы жили вместе тоже недолго, где-то пару лет. Скорее всего, это была ужасная страсть просто. Просто с утра до вечера мы были вместе. Мы не могли расстаться. Мне было 23, а ей было, что-то 18, что ли, так. Она живет уже сколько, 25 лет живет в Париже. Уже плохо говорит по-эстонски. По-моему, она какая-то босс там еще. Я точно тоже не знаю. Как-то мы иногда, когда у нее день рождения или у меня день рождения, мы там пишем друг другу и больше не видимся. Но красивая до сих пор, как она и была. Не жалеете? Нет, я ничего не... Я в своей жизни не жалею ни одного шага. Все, что я делал, это моя жизнь.
моя жизнь. Это не другая жизнь какой-то, это моя жизнь. Да. То, что делает, это все... Я не взял ни одной строчки оттуда, не выписывал. А скажите, после того, как вы с ней расстались, вы долго были в одиночестве? Ну, не очень долго. Не очень долго. Какое-то время тогда я работал какое-то время в варьете. У нас было очень модно, было когда я в Эстонии, в Таллине в основном были варьете много. И я влюбился в одну танцовщицу, Лайне. Это была любовь тоже с первого взгляда. А поскольку мы жили только, мы 10 лет жили вместе. А поскольку я начинал, я был, месяцами не был дома, да. Просто месяцами, 2,5 месяца были в Индии, например, или 3 месяца по Советскому Союзу, еще Чехословакия, Югославия, Польша и так далее, и так далее. Тогда, когда я вернулся, там что-то уже не такое. Я уже понял, что, наверное, я не единственный, да. И так и был. Так что мы разошлись. Было время, какое-то время, когда мы, мы не встретились, мы даже как-то холодно так, друг друга как-то встретили холодно, просто с такой махнули рукой, может быть и нет. А через какое-то время это все прошло, и мы стали очень хорошими друзьями, когда я посмотрю ее спектакли или в телевидении, часто тоже каких-то фильмов, я тоже звоню ей и скажу, что вот ты прелесть. С третьей, я так поняла, достаточно печально. Это печальная история, да. Потому что оказывается, что уже давно она любила как-то так тайно выпить. И мои знакомые врачи говорят, что этот алкоголизм не пройдет вообще никогда. С печенью у него было плохо. Так что был такой, в принципе, очень быстро как-то умерла. Ну вот и сейчас Керт, это просто прелесть, потому что мы настолько друг друга... Я не представляю себе вообще жизни без Керта, просто не представляю. Потому что она самый лучший друг у меня, мы ужасно похожи. Так что Керт, когда мы уже жили вместе тогда. И говорят, почему я не родился раньше? Я смог найти ее. Когда женился впервые, она тогда родилась. Дети очень любят любит его. Он сам как большой мальчик. Я не умею рассказать об популярности или об этих вещах, потому что мне эти вещи не очень интересуют. Я думаю, что он очень хороший певец. Спасите, 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 разбитое сердце мое. Спешите, 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 найдите ее. В этом году Тынис Мяги и его супруга Кярт отмечают десятилетие совместной жизни. Тынис признается, что не все просто было в их отношениях, и однажды они даже надолго расходились. Ну вот здесь маленький красивый садик. 10 лет тому назад мы здесь устроили свадьбу с Кертом. Мы сошли вот с этого ворота, да. Я был одета как медведь, и моя жена Керт. Мы сошли все в шампанское в руках, и вдруг они открывали просто в рот и смотрели, ничего себе, они заходят заяц и медвежонок. Было время, когда мы сказали, все, ладно, хватит, потому что все-таки я старше тебя настолько. И то прочее, там и так, все было, как-то еще мы не знали, что дальше. Мы где-то, не знаю, месяцев
полтора мы друг друга не видели. И вдруг случайно на улице, и тоже здесь, на этой улице, между прочим, как-то опять встретились, зашли в кафе, посмотрели на друг друга, и с этого дня мы уже как-то мы стали вместе. Ну, это любовь, естественно, да. Это самая большая любовь в жизни у меня. Сейчас короткая реклама, а далее в нашей программе «Как Тынис Мяги боролся с алкоголизмом», а также что расскажет он про судьбу еще одной эстонской звезды Яка Йове, который скрывается от прессы все эти годы. После рекламы. Кумир 80-х, популярный певец Тынис Мяги впервые за 20 лет дал откровенное интервью нашей программе. Греет в вышине, и зовет олимпийский огонь золотой. Будет земля счастливой и молодой. После этой песни, посвященной Олимпиаде 80, эстонский певец Тынис Мяги проснулся знаменитым на весь Советский Союз. Народ до сих пор помнит его хиты. Спасите, спасите, спасите разбитое сердце мое. Спешите, 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 найдите, найдите ее. И все терялись в загадках, куда же пропал популярный певец после распада СССР. Ходили слухи, что Тынис Мяги окончательно спился. Мы разыскали певца в маленьком поселке Элва в 30 километров от эстонского города Тарту. Как признается сейчас певец, в его жизни был период, когда он действительно много пил. И в период депрессии и полного отчаяния, чтобы как-то спастись, он уезжал в маленькое местечко недалеко от Таллина, где он маленьким мальчиком жил со своими родителями. Я родился здесь, в Лääne-tee 4, в 1948 году, 18 ноября. Моя мама и отец, они оба пели в смешанном хоре при эстонской радио и телевидении. Это тот самое место, где я жил, но только дом другой. Но, к сожалению, этого сломали и делали новый. Старый домик был построен голландским капитаном корабля голландский, которые построили этот дом как корабль. На крыше была еще такая маленькая башня, где был очень хороший вид в море. Часто сидел там и смотрел, как солнце падало в море. И тут был мой рояль, тоже мой Херман, который со мной в 62 года путешествует, вернее, всегда со мной. Тут я играл свои первые произведения в скобках. Я попробовал здесь делать. Тут была такая маленькая веранда была, я сидел там, и это зимой было очень холодно. Я сидел в шарфе, там варочник, сидел, играл, попробовал какой-то звук найти. И это настолько было интересно, хорошая такая какая-то аура тут в этой доме была. Весь свою жизнь я искал именно вот такого дома. Жил в разных квартирах. Настолько мечта найти такого домика с садом. И 2 года тому назад мы нашли этот домик около Тарту, в городе Велва. Когда у меня какой-то период в жизни был, где я часто сюда ходил, между прочим. Специально ехал. Взял такси, взял бутылку вина, посмотрел этот дом, никогда не зашел. Тогда этот домик еще был, этот старый домик еще как-то вот был видно, что скоро, наверное, вообще ломается. И потом там есть такой, как каменный мост, что ли, вот такой большой. Это по-эстонски муль. А я даже не знаю, как это... И там сидел. И посмотрел, как корабли едут, посмотрел этот силуэт Таллина, красивый силуэт Таллина. И это какое-то просто фантастично такое, чувствовать себя, как я мечтал. А мама где живет? Мама, она
Ну, как сказать, она это как это в старом доме, как это в доме пожилых уже часто. Потому что она уже, ей 93 годика, ментально она уже не живет уже здесь, да, понимаете. А вы навещаете ее? Ну, естественно. Она недалеко от нашей, в смысле, от нашего дома живет. А она узнает вас? Нет. Она вообще не знает, кто я. Она в другой реальности живет просто уже. Это ужасно, но ничего не поделаешь. И чтобы она была у нас, жила уже это невозможно, потому что кто-то должен ухаживать с утра до вечера. Это невозможно при моей нагрузке такой. С утра, в смысле, дома почти нет участвовать. А мама внучек своих знает? Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Денис Мяги. Я раньше жил здесь, может быть, знаете, нет? Да, я знаю очень хорошо. Я никогда, я просто здесь стоял и смотрел этот домик, я никогда не сошел. Я не знаю, может быть, сейчас, через 60 лет, можно как-то пройти и посмотреть. Вот, а как вас звать? Лия. Лия, очень прекрасно. Красиво. И утром рано, когда открываешь глаза, 52-й год примерно, такая, идут такие маленькие эти лодки, идут ловить рыбу. Я здесь, но вот как раз здесь, я не был здесь 60 лет. Это просто фантастика какая-то. У меня мурашки бегают. Увижу во сне, как будто в кино, старый столик посреди двора. Стариков, что домино, стучат с утра. Услышу ночной порой, я голос такой родной. Эта мать зовет меня домой. Любимый мой горик, ты очень мне дорог, я по тебе буду скучать, и будут мне сниться моих друзей лица. Скорее дай руку и прощай. Когда Денис Мяги осознал, что он окончательно сливается и ничто не может ему помочь, он обратился к Богу. Один прекрасный день я просто понял, что все, хватит. Молился. Просто сказал, что Бог, помоги мне, потому что я дальше никак не могу. И как-то очень быстро это все упало. Я так где-то незаметно весь жизнь вдруг менялась. Месяца 2, наверное. Еще был так, что я выпил, там что-то ходил, может быть, чуть-чуть. И вдруг постепенно, помедленно, постепенно все ушло. Через годика не было уже никаких уже, что я даже не хотел уже взять уже за бутылку, да, и так далее. Было перед очень. А это было просто каждый день. Ну, представляете, если ты делаешь, там, скажем, ты действительно там даже 5 концертов в день, 3 концертов, часто без бутылок, это просто не было возможно, потому что ты должен всю дорогу быть начеку, да, и взять какие-то таблетки не взял никогда, чтобы было как-то глаза горят, ты выходишь на сцену. Наркотики имеете в виду? Не, ну или наркотики, или таблетки, все разные, чтобы какой-то дать себе такой хороший потенциал, что сейчас выйду и пою. Единственное, что было, это чистая водка. Но это где-то это надоело. Не то, что надоело, это начинало мешать жить. Слава Богу, что я вдруг понял, что все, я не буду. И буду больше таких компаний выпить просто. И правильно делали, естественно. Я жив. Мы не могли не спросить у Дениса Мяги о судьбе еще одной яркой звезды 80-х, эстонского певца Яка Йолы. Певец не отвечает ни на электронные письма, ни на звонки. По слухам, он переехал в заброшенный хутор и на днях перенес второй инфаркт.
Что касается Якёла, это я не судья в этом смысле. Я не знаю, почему он не хочет выйти в контакты, почему он живет отдельно всех. Это его личное дело. То, что он был когда-то самый лучший певец в Эстонии, это абсолютно понятно. То, что был один из лучших певцов в Советском Союзе, тоже это понятно всем. Я тебя рисую, сидя у окна. Я тоскую по тебе, тоскую, если бы ты это только знать могла. Весь твой дом рисунками увешан, без тебя теперь мне не прожить и дня. Смотришь ты то весело, то нежно, с каждого рисунка смотришь на меня. Пусть образ твой хранят года, теперь со мной ты навсегда. То, что я сейчас делаю музыку, занимаюсь музыкой дальше, активно при том, и пишу сам музыку, и играю в театре и прочее, это мой путь. То, что я хотел взять вот такую позицию в жизни, это его личное, он так считает, и пускай так и есть. Знаете, я вообще не знаю, что он делает, потому что постарался как-то связываться, но вот он такой. Он телефонную трубку не принимает, и так, это все. Лаванда, горная лаванда, наших встреч с тобой, синие цветы. Лаванда, горная лаванда, сколько лет прошло, но помним я и ты. Мы не враги. Может быть, кто-то думает, что что-то случилось. Просто он и есть такой. Он не хочет, вообще не хочет быть. Хочет жить отдельно, нигде не ходить, быть как монах-то. Сейчас еще одна короткая реклама. Далее в нашей программе Тынис Мяги расскажет про уникальную диету, которая буквально вернула его в жизни, а также почему певец думал покинуть Эстонию, которая стала свободной, и эмигрировать в Швецию. Подробности после рекламы. Меняю масло на чеканку, меняю Сочи на Паланку, меняю долго на парнёшку, ревеневые поддержки. Меняю. Пусть говорят, в этом году популярный эстонский певец Тынис Мяги отмечает 45-летие творческой деятельности. И сегодня впервые за 20 лет он дает откровенное интервью. Почему он молчал все эти годы? Ходили слухи, что Тынис Мяги окончательно спился. Мы разыскали певца в маленьком поселке Элва в 30 километров от эстонского города Тарту. И сегодня в нашей программе вы узнаете, почему Тынис Мяги стал отшельником. Как кумир 80-х боролся с алкогольной зависимостью. Я просто понял, что все, хватит. Молился. Просто сказал, что Бог помоги мне, потому что я дальше никак не могу. Почему он расстался с 3 своими женами? Влюбился в танцовщицу Лайне. Когда я вернулся, я уже понял, что, наверное, я не единственный. Но все же нашел семейное счастье с 4-й супругой Кярт, которая моложе Тыниса на 23 года. Дети очень любят его. Он сам как большой мальчик. До рекламы Тынис Мяги рассказал, что у него возникли большие проблемы со здоровьем. И только уникальная диета вернула его к жизни. Сейчас Тынис расскажет про нее, и вместе с ним мы отправимся на Тартусский рынок, где каждую неделю он закупает продукты. Сина, tere. Tahaks tomatit saada. Estonskие, да. Очень вкусно.
jah. Ja ei, mitte jäid, ma võtan veel, võtan lillkapsa. Ja, это просто всегда свежо, абсолютно идеально. Ja u nas ka. Может, ниже. Ой. Это моя точка моря. Да, рыба я очень люблю, и рыба мне рекомендуется тоже. Что я делал такой тест у врача, что значит продукты, которые мне подходят, и продукты, которые не подходят. Просто я устал, и уже ужасно было, где-то полгода тому назад. И врач мне такой тест делал, и там оказывается, что вот свинина нельзя, всякие продукты, которые с мукой, да, там, например, хлеб, я не кушаю уже 3-й месяц вообще. Ну вот, покупали целую корзину продуктов. Паприку, например, здесь гранатовый сок. И потом здесь красная рыба, да, по-эстонски лыга называется. Это все вместе примерно 89-90 крон все вместе. Не крон, а евро. И зовет олимпийский огонь золотой. Будет земля счастливой и молодой. Нужно сделать все, чтобы век олимпийский огонь не погас. Солнце светит небе, как первый раз. Сегодня лучше и добрее станет все человечество. В спорте есть соперники, в спорте нет врагов, что-то такое. В России, естественно, узнали, там пришли поговорить. В Эстонии как-то не так, потому что тут уже другой темперамент. Это не так часто, что люди придут к тебе и будут с тобой говорить: слушай, хороший концерт был, хороший, там, я не знаю, спектакль и так далее. Это редкость. Это замкнутые люди больше, чем в России. Очень трудно сейчас все вспоминать то, что особенно в смысле связано с этой песней «Реет в вышине» и зовет олимпийский огонь золотой. Конец 80-х годов. Я писал уйма музыку. Вот тот самый, значит, ноты, которые у меня здесь, вот «Ты не смяги», вот эти ноты. Это здесь, я не знаю, там 60% может быть даже из этого периода. Я вообще изменился, в смысле, я начинал писать другую музыку. Ну, например. Sünd, arm ja surm, eluring. On ülemlaul see ning, kui süttib täht, kord südaööl on kõik okei. Ta küll, aga tabad vaid kuul, nagu viiruki vinkavad sõnad su suult. Kuskil kaugel me tagab su aastav kõik, läheb unilamp ümber ja plahvatab kõik. Где доводилось выступать? Везде в Эстонии. Везде. Ну, и в Финляндии, и в Швеции, и в Германии был. И в Франции, между прочим, тоже дал концерты. Не очень большие, естественно, нет. Это такое, но концертные залы такого, ну, средние, скажем так, да. А не обидно было? Нет, а почему обидно? Ну, просто думали, может быть, такой период наступил. Нет, что вы, это все было очень здорово. Очень здорово было какое-то время. Но потом вдруг я понял, что я хочу петь более интимные вещи, более философическим текстом. Не спасите, разбитое сердце мое, да? Это стало для меня очень важным. Я стал верующим еще, кроме этого, это время.
Для меня было это очень важно, и играть, петь то, что мне по душе больше всего. Я тороплюсь, я должен сделать сам, что не по силам даже Гулливеру. 20 век живет не по часам, не по часам, а по секундомеру. То, что Эстония стала свободной, это очень здорово, потому что мы этого все хотели, мы хотели, чтобы мы отдельно были, и это так и получилось. Все были в восторге, то, что сейчас творится, да. И где-то у каких-то концерта на улицах мы там вышли флагами, и все, с ума сойти, просто из этого всего. Потому всего слишком много, всего радости много, грустности много. Потом где-то 1,5 года только слышал как новости, жил, подумал, медитировал, наверное, молился, что дальше, потому что я вдруг не понял, что делать дальше. Трудный период был, потому что мы играли, у нас был концерт был в Швеции, и вдруг такое ощущение, что я буду здесь. Я хочу здесь быть. И мы жили там сперва у друзей, жили пару месяцев, потом надо было, чтобы это было официально, да, что не просто так живешь там. Мы были там 2 года точно. 2 года тогда, даже чуть меньше, я тогда сказал, все, обратно едем в Эстонию. Это был очень интересный период. Просто то, что ты, в принципе, никого не знаешь, ты должен начинать свою жизнь заново опять. Но возраст уже был, сколько мне, 40 лет был, что ли, да? Это все-таки возраст большой. И начинать все заново. 2 года назад Тынис Мяги купил дом, который когда-то принадлежал банкиру. 1939 года постройки, дом в форме корабля, где Тынис Мяги оставил нетронутым деревянный пол и уникальную печь. Сейчас мы совершим экскурсию по дому. Естественно, поскольку это корабль, здесь написано «Капитан». Поскольку здесь мой рояль. Рояль, который со мной вся моя жизнь. Недавно вышел мои ноты. Marja, tule siia, ma kingin sulle selle ära. Вот тебе. Näed, sa võrrata. Kingin sulle selle. Она здесь сделала фотографию, это первая работа у нее. Что просто думали, единственный, который мог бы оформлять мою книгу, где мои ноты, это моя дочка Мария, и она делала это просто прекрасно. Это моя бабушка Лидия. Поэтому моя дочка Лидия, поскольку бабушка была Лидия. А бабушка кем была? Она работала в почте, но в основном все-таки она домашняя была. Там был очень большой хутор, где дети были 2, значит, моя мама и еще 2 дяди, да, значит, смотря с моей стороны. И поскольку дедушка был довольно богатый человек, так что она и не очень много работала, в принципе. Я здесь в детском саду. Это 1954 год. Значит, 6 лет. 5 лет. Это ну, похож, нет? Я не знаю. Вот такая фотография, которая... Это наш президент. Помазали Килос и моей женой. Здесь, видите, здесь большая комната, да, здесь кухня. Kas seda ei tohi, neid lampe ei tohi panna põlema või? Neid lampe või? У нас есть очень хорошая плитка, такой, настоящая, с дровами мы здесь
Это топим и вот тушевка. Но здесь гости как-то приезжают. Все живописи в оригинале, все они. Копии нет. Это здесь инструменты все, что надо, чтобы здесь был порядок. Вот такие вещи. Потом такая пила. Это очень важная вещь. Ja. Наколов дров и показав миллионам российских поклонников дом, где он живет, Тынис Мяги решил угостить всех настоящей семгой по-эстонски. Записывайте рецепт. Сегодня покупали вот эту красную рыбу на рынке. Но сейчас, вот как это называется? Это угроб. Я сюда угроба просто поставлю вот так чуть-чуть. Больше ничего не делаю, абсолютно ничего, потому что тут все есть. Сейчас полчаса примерно, да, будет в тушевке. Дочери мои сейчас делают вот здесь салат. Есть огурцы, зеленые огурцы, обыкновенные огурцы, паприка, как вы видите, яблоки. И я очищу еще апельсин, овощи, фрукты вместе. Мы очень любим это. Олив ойл. Наверное, extra light. Да, это, наверное, идет. Так, можно сказать, так очень просто все. Русскую кухню тоже люблю. Я люблю вот особенно вот эти всякие супы, пельмени, просто изумительные. Все, мам, кушать все. Все, обед готово, да? Это не очень сложно было делать, как 30 минут. Но очень вкусная красная рыба, рис, салат. И что больше надо? Ничего не надо. Ну, приятного аппетита. Хорошо, получилось. Самое свежее просто все. Это важно. Очень хорошо. Я не знаю, это ирония, может быть, что-то. Потому что она лучше делает, естественно, все. Но сегодня постарался я. Сейчас еще одна короткая реклама. Далее в нашей программе 4 дочери Тыниса Мяги. Кто из них пошел по стопам отца? Смотрите, пусть говорят, кумир 80-х, популярный певец Тынис Мяги впервые за 20 лет дает откровенное интервью. Как живет он все эти годы после распада СССР? Веет в вышине, и зовет олимпийский огонь золотой. Будет земля счастливой и молодой. После этой песни, посвященной Олимпиаде 80, эстонский певец Тынис Мяги проснулся знаменитым на весь Советский Союз. Народ до сих пор помнит его хиты. Спасите, 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 разбитое сердце мое. Спешите, 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 найдите, найдите ее. И все терялись в загадках, куда же пропал популярный певец после распада СССР. В четвертом браке у певца 2 дочери, 12-летняя Лидия и 7-летняя Мирт. А всего у Тыниса Мяги 4 ребенка, и все они девочки.
самая старшая дочка, она хореограф, сейчас уже замужем, да, у нее есть дети, Герман и Альберт. Потом Мария, и пока еще не знаем, что из ней выходит, но, на мой взгляд, и это не только я говорю, а многие другие тоже, делают очень хорошие фотографии. Но, может быть, будет фотографом, может быть, будет актером, потому что это тоже ей очень нравится. Может быть, он пишет и стихи. Она хочет, только сегодня мне сказала, что она хочет выпустить, значит, альбом, где ее стихи и фотографии. Что они осенью, папа, у тебя есть там чуть-чуть деньги, чтобы я смог это выпустить. И, естественно, эти деньги надо найти, чтобы она нашла свой путь. Но, на мой взгляд, это то, что фотография, это точно, потому что она, ее мировосприятие настолько неожиданно где-то и очень точное. А как вам кажется, кто из ваших четверых, да, дочерей, да. больше всего похож на вас? Тогда Лидия, наверное, больше всего. Она очень похожа на меня. Где-то такой темперамент, такой, как у меня, и музыкальность очень большая. Мир тоже очень музыкальный, но Лидия особый музыкальный человек. Президент Эстонской Республики приглашал Tõnis Mägi выступить на ежегодном балу в своей резиденции, и Tõnis выступал вместе со своей дочерью Лидией. Давайте посмотрим, как это было. Sind hellalt hoiatakse. Kahe käe peal kannetakse. Pannaks paadjule magama. Kulla sängi puhkama. Hõbesängi hõljumaie. А хиты 80-х Tõnis Mägi сейчас поет лишь дома. После распада СССР он ни разу не выступал в России. А я стою, чего-то жду, а музыка играет. Безумно я люблю девчонку ту, которая меня не замечает. Остановите музыку, остановите музыку. Прошу вас я, с другим танцует девушка моя. Остальные все в бабочках, смокингах пели, да? И я хотел как-то... Это было очень важно, когда я начинал петь, это было что-то другое. Это не копия от Лев Лещенко, от Кобзона, от Якёлы. Копия, просто тоже такая бабочка, костюм. И вот в одной руке микрофон, и с другой вот так делаются какие-то движения. Что-то было другое, понимаете? И потом я понял, что тогда в советской эстраде не было ни одного клоуна.
Понимаете, все были очень серьезные люди, от такого-то, такого, но такое дурака такого не было, с такими глазами, которые ничего не знают, такой, чуть, не очень умный чувак, да, и где-то сентиментальный, где-то примитивный, такого не было, клоуна. И поэтому я читал, что это очень важно. Я так смотрю, потому что человек, который 20 лет тому назад какой-то был Денис Мяги, какой он сейчас, это разные люди. Я жил 7 жизней, наверное, в этой жизни, понимаете? Это все были разные жизни, якобы. Где-нибудь они действительно очень похожи. Это тот самый человек 30-летний, который поэтому очень похож на меня где-то. Даже внешности что-то там. Более глупо, естественно. То, что я читал не те книги, которые сейчас читаю. То, что я сейчас знаю, я не говорю, что сейчас я умный или мудрый человек. Нет, что вы. А сравнить это, естественно, это вообще другой человек. Видно, что такой наивный чувак, такой, ля-ля-ля-ля, все это смешно. Мне не нравится, как он поет. В тот день, когда съемочная группа «Пусть говорят» была в гостях у Дениса Мяги, в эфире шла передача о внебрачных детях знаменитостей. И, безусловно, мы не могли не спросить Дениса Мяги, были ли у него скоротечные романы во время гастролей. Ну, были, конечно. Тут я не буду врать, действительно были, да. Самое классическое то, что если ты в гостиницу, да, не знаю, где-нибудь в Харькове, например. Ну, я просто сейчас взял, просто Харьков, я не знаю почему. Харьков только положил свои чемоданы и сумки, туда положил, да, тут же звонит телефон. Здравствуйте, я Оля. Там, ну, как вы живете? А может быть, встретимся? И так далее, и так далее. Это классика. Это просто так, все артисты, которые точно так есть. Сами они выбрали номера, и они вот где-то уже знали, что вот в таком номере живет этот человек. Все было, что там сказать. Но потом никто не заявлял, я родила от тебя дочь. Нет, слава богу, нет, я не знаю. А с кем вот из звезд той советской поры вам бы хотелось увидеться? Сейчас? Да. Все, кто живы еще. Все, кто еще живут. Всех хочу видеть. Алла Борисовна я видел, последний раз видел в Индии, как-то мы выступали вместе. А это было 20 лет, по-моему, и даже больше. Больше 20 лет тому назад. А других вообще... Я же никого не видел. Да. Горький парк был здесь, был в Тарту. Тогда их я видел, и мы беседовали с ним вместе. А так всех хочу увидеть. Там, кого меня помнят, и кого я помню, которые было бы интересно ведь посидеть, чай пить. Дежавю называется песня, да? Kohe. Ole hea, aeg on käes, hommikupäike ju paitab su suletud silmi. Ava need ja sa näed, nagu oleks sind kutsutud filmi, ühte vanasse filmi. Ja ükskord on see kõik juba olnud, põrandal tolmu ja voodisse roninud kollane kass. Las jääda see luul déjà vu. Déjà vu.
Я уверен, что каждый из вас, слушая сегодня забытые, но очень любимые хиты Тыниса Мяги из 80-х, вспомнил что-то очень свое, очень личное. И будем надеяться, что кумир услышит эти аплодисменты и приедет с гастролями в Россию спустя 20 лет. На сегодня все. Берегите себя и своих близких. До свидания.